Добрый вечер, друзья. Еще раз, как и было обещано, мы тоже начинаем знакомить вас непосредственно с участниками предвыборной гонки. Благодарен, что сегодня к нам в студию пришел основатель и председатель партии Мекен Ынтымагы Темирбек Шимбаевич Асанбеков. Добрый вечер, Темирбек Шимбаевич. Спасибо, что пришли. Ну и как мы с вами, не будем скрывать у телезрителей, договорились, сегодня мы попытаемся вообще познакомить даже, может быть, не столько с партией Мекен Ынтымагы, не столько вот с политическими какими-то вещами, сколько с персональной. Вот who is who, что называется. Кто такой Темирбек Асанбеков? Вы сами из Ананьева, правильно? Родился. Вообще, вот насколько вот это вот чувство малой родины, оно важно? Потому что, вы же знаете, у нас очень часто говорят о регионализме, о том, что страна разделена, что мы все как-то делимся, чуйские, таласские, сыкульские и так далее. Вот как найти тот баланс, с одной стороны, сохранить вот эту вот какую-то привязку к малой родине, вот к каким-то корням, а с другой стороны, вот не скатиться вот в эту, ну, и клановость, если хотите? Я думаю, это возрастное понимание. В детстве мы уличными ценностями живем, в школе, наверное, школьными. Человек взрослый, особенно если занимается общественными делами, он должен немножко шире рассматривать. Ну, корни надо помнить. Поэтому все зависит от интеллекта, образования человека, как он это воспринимает, объективные вещи. Я думаю, исходя из этого, можно вспоминать малую родину, большую родину. Ну и в России тоже. Я сибиряк, я волжанин, я москвич. Но это не говорит о том, что он Россию не любит. Поэтому Правда. В публичных выступлениях надо знать, какие мнения высказывать, что говорить людям, потому что это нельзя доводить до трайбализма. Вот, Темирбек Шимбаевич, вот я хотел поговорить с вами. Ну, как мне кажется, хотя я не политолог, не эксперт, безусловно, но даже мне кажется, как рядовому гражданину, что вот этот трайбализм и, ну, скажем, какое-то кумовство, вот какие-то родственные связи, это ведь действительно не как в Южной Корее, да, их чеболи, вот там это наоборот как-то привело к экономическому росту. А у нас, вот, мне кажется, все равно это создает определенное торможение. Вот у вас есть какое-то видение, как это можно преодолеть, как это можно победить? Потому что, ну, были же попытки какие-то, не сказать, что особо успешные по объединению вот Кыргызстана, как вот, не знаю, как политического этноса, но пока, по-моему, они успехом не венчались. У вас какое видение? Ну, Корею нельзя сравнивать, это геополитический процесс был, да, уточню. большой геополитический процесс. В Киргизии, скорее всего, это отсутствие политического опыта. Это мы были в составе большого государства, отделившись, мы не понимали потребности большой геополитики, что мы можем пострадать от этого, мы должны быть вместе. Из-за того, чтобы люди дойти до того, чтобы получить некий свой политический рейтинг, локальный рейтинг, они начали этот метод разделения использовать в политических целях. А в будущем она отражалась вот на разделении общества. А разделение общества – это угроза для самой страны. Да, я думаю, непонимание того, что к чему это приведет, у нас породило вот такую политическую ситуацию. Готовясь к интервью и прочитав вот эту книгу замечательную, которую мне сегодня уже второй экземпляр подарили, понимая, что у вас действительно богат международный опыт, скажите, мы же очень часто сносим вот то, о чем вы сказали, геополитика, на влияние неких внешних сил. Не является ли действительно вот это разделение на юг и север, на области, там, на рода и так далее, не только как бы историческими предпосылками, но и действительно заинтересованностью и, более того, активным вмешательством неких, как мы их привыкли называть, третьих сил? Или это все враки? Абсолютно согласен. Вот с приходом я что заметил? Говорят, что нет идеологии, а здесь очень много разных идеологий. Западных, восточных, религиозных, идеологии наживы. Да? И вот эта путаница разделяет общество. Не было некой стратегии развития государства, не было некой национальной, общенациональной идеологии. Я не могу сказать, что кто-то из политиков это специально делал. Это снова же я могу утвердить того, что мы как бы молодое государство вначале относились к тому, что происходит в мире, очень наивно. Мы народ горный, верим, солнца много. И вот наша оплошность привела к тому, что народ разделен в силу разных течений, разных воспитаний. И все-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, у вас есть видение, как это возможно преодолеть? Да. Каждый человек, который осознает, что это приводит к угрозе,
как у Цоя, да, хотите перемен, начните с себя, да. Каждый сознательный человек, он должен начать с себя, если хотят перемен в обществе. Мы требуем перемен, но почему-то сами об этом не думаем и не делаем попытки. Вот. Чтобы кто-то нас пришел и переменил, да? Да, многие обвиняют кого-то. Я вину нашел в себе еще 10 лет назад, что я должен участвовать в этих процессах и менять свои поступки, свое поведение и перемены начать с себя. Мы об этом обязательно поговорим, про 2010 год, потому что я вам уже до эфира сказал, что меня эта тема тоже очень интересует, как так получилось. Но давайте все-таки по порядку. Еще одна часть вашей биографии, которая меня поразила по ряду причин. Вы служили в рядах советской армии 2 года, как положено, но служили не где-нибудь, а вы служили в Афганистане и, более того, даже принимали участие в их действиях под Кандагаром. Для наших зрителей напомню, что Кандагар — это на границе с Пакистаном, откуда, собственно, талибы, боевики и разные там террористические группировки получали оружие. Ну, уже сейчас это доказано, можно открыто сказать, от американских каких-то своих спонсоров. Что это было за время? Это время было тяжелое. Мы еще дети были, особо и не понимали, что в большой геополитике происходят некие столкновения. Столкновения разных систем, разных ценностей. И мы были некими оружиями вот этих столкновений. Не могу сказать, что там Америка права или Советский Союз. Это мы были участниками вот этих политических баталий. Да, там происходит жертва, там происходит трагедия. Я понял одно, что война это ни к чему хорошему не приводит. Эта страна, Афганистан, это несчастная страна, это 25 миллионов человек, которые страдают. Будучи на войне, я понял о том, что в стране не должно быть такого внешнего влияния, чтобы местные жители, граждане не пострадали. Политики об этом должны очень сильно задумываться, когда играет с большой геополитикой. Я не жалею о том, что был на войне, жалею о том, что там люди умирают, но для того, чтобы здесь навести порядок, для меня это был большой урок, большой некий осмысление жизни человека. Слушайте, я сам не служил, но есть друзья более компетентные, скажем так, в военном деле. Вы дослужились до старшины и были замком взвода. И мне сказали, что ну как бы в советской армии это довольно непросто. Как так получилось? Ну, до этого я в Ашхабаде заканчивал сержантскую школу. То есть была все-таки какая-то подготовка? Такой младший командир. Ну, младший всякий бывает. Но в боевых действиях проявляются некие управленческие качества, уровень ответственности. Ну, наверное, это им не помогло возглавить роту, потому что это живые люди. Надо о них думать, надо о вооружении, о питании. Просто я относился к тому, что происходит очень ответственно. Наши, ну, можно сказать, родители, офицеры это все замечают, потому что когда касается вопроса жизни человека, это очень важно. Поэтому это тоже некая школа управления была, ответственности. Ну, за это я, наверное, был награжден. Вот сейчас уже с высоты опыта вашего, разного, международного, в бизнесе, в управлении, в менеджменте, вы как считаете, действительно афганская война подорвала силы Советского Союза, и именно из-за этого он распался? Да, абсолютно верно. У нас экономика была, это называется голландская болезнь, да, на сырье, а война отбирает очень много сил. Даже если вспомнить даже Первую Великую Отечественную войну, вся Европа уже истощилась, они уже в долгах оказались. Любая война нас истощает. Когда экономика и так скудная, начинается геополитическая война, это социальный уровень людей падает, недовольство растет. Это привело к тому, что один из главных факторов развала Советского Союза. Тимир Кошимович, у нас прямая линия с нашими телезрителями, поэтому я буду без купюр задавать те вопросы, которые они нам присылают. Вот. Ну и, разумеется, рассчитываем на ваш ответ. Задают вопрос, какой у вас бизнес, за счет чего вы живете? Я бизнесом занимался до 2010 года. С 2010 года я абсолютно не отказался, потому что я противник и считаю, что политик не должен заниматься бизнесом, обладая властью. Это уже приводит к коррупции. И в 2010 году я для себя решил, что буду заниматься общественными делами.
заниматься политической деятельностью. Соответственно, уже 10 лет я не занимаюсь политикой, то есть бизнесом не занимаюсь. До этого консалтинговые услуги были, банковские, крупными строительными компаниями работал. То есть правильно мы можем, если упрощать, ответить телезрителю, что живете на то, что заработали вот во время активного бизнеса? Абсолютно верно. Вопрос вот, то, о чем мы с вами немножко до этого поговорили. Убивали ли вы в Афганистане, если да, жалеете ли об этом? Безусловно, жалею. Но там был принцип, чтобы выжить. Это война. Война. Не от того, что мы захотели кого-то убить, уничтожить. Война – это трагедия для каждого, для обеих сторон. Конечно, жалею. Вопрос о вашей команде и как вы видите будущее, но я попрошу оставаться с нами, потому что, мне кажется, это обширный вопрос, и мы обязательно до него дойдем, и про команду поговорим, и о вашем видении будущего. Пока вот продолжим по биографии, тоже увидел меня, ну так, это приятно поразило, потому что я считаю, что музыкальное образование человеку, ну как бы необходимо, потому что расширяет как раз-таки его горизонты, мышление и так далее. Вы учились в музыкальном училище имени Куренкеева, в котором учился и я, что мне стало особенно приятно, да, по класsu фортепиано. Как так получилось? Вообще житейские обстоятельства меняют судьбу человека. Изначально мы же дети, хотели учиться играть, танцевать. Ну и родители об этом мечтают. Вот я с детства мечтал стать творческим человеком, стремиться к тому. Вот это стремление меня привело к тому, что я играл на фортепиано. Ну просто Куренкеева это как бы уровень, то есть одно дело, понимаете, или играть, а мне другое было дело... еще сложнее, вы же сказали, родился в Ананию, в соседнем селе, я орторик, там вырос, там и света-то иногда не бывало, не то что пианино. И вот эта детская мечта меня двигала. Мама, когда услышала, что мне надо фортепиано покупать, она чуть в обморок не упала. Говорит: сынок, а какое пианино, если мы коров не можем доить? Ну, я стремился, приехал к родственникам в Чолпанату, там музыкальную школу закончил, стремился к тому, что и в Бишкек я добрался. То есть, если человек желает, он всего добивается. Став студентом училища имени Куренкеева, я, наверное, первую ступень счастья, наверное, испытал. Да, я не жалею. Она мне и помогает. Сейчас и бываю и в Европе, в Москве. Когда играешь, люди тебя воспринимают совсем человека, понимающего искусство. Да и в политике она мне полезна. Я знаю природу людей творчества. Мне очень приятно с ним общаться. И вообще люди творчества, они более как-то открыты. Они более честнее. Поэтому я не жалею, я горжусь тем, что я играю на фортепиано и понимаю искусство. Тимир Кашимбаевич, вот давайте тогда на этом остановимся. Вы сказали, что вы, да, вы с периферии, но тем не менее получилось поступить в центральное, на тот момент очень престижное музыкальное училище имени Куренкеева, которое, ну, по уровню, я думаю, не уступало там, как минимум соседним, да, каким-то нашим музыкальным заведениям этого же формата. Как вы думаете, вот сейчас доступность подобного образования, особенно для молодых людей из регионов, она такая же, как она была, например, в советское время, когда обычный парень из Ананьева мог приехать, ну, закончив, естественно, музыкальную школу, там где-то вот у себя в регионе, приехать и поступить спокойно в Куренкеево? Сейчас сложно. Я даже, у нас в сельской местности, у нас Дом культуры работала, местная школа детские там. Сейчас этого абсолютно нет. Государство практически не в состоянии обеспечить вот культурное развитие нации, можно сказать, граждан. Это горько, это очень тяжело на это смотреть. Это, опять же, это отражение отсутствия экономики. Я думаю, об этом мы как бы в будущем переговорим, и это меня и подтолкнуло идти в политику. Без культуры, без образования нет будущего народа. Вот это важно, мне кажется, вот на этом тезисе мы прервемся сейчас на сюжет и вернемся, никуда не уходите, и ваши вопросы ждем по номеру 0708 12 312, на все вопросы ответим, не переключайтесь. Обогащение духовное Тимирбек Асанбеков нашел в музыке. С 1981 по 1984 год он проучился в музыкальном училище имени Куренкеева во Фрунзе по классу фортепиано. Семья – это самое главное, у любого человека нормально. Он у нас такая вот основа. Он наш фундамент нашей семьи. И он это знает, и мы все это знаем. Чем крепче, чем
лучше себя чувствует фундамент, тем комфортнее чувствуем себя мы. Человек живет духовным богатством. Соответственно, это, наверное, было изнутри. Но и в занятии музыкой Тимирбек Асамбеков столкнулся с критикой односельчан. Дескать, ничего у тебя не получится. Но настойчивость молодого лидера переборола неуверенность. И опять же мечта, перевоплощенная в цель. Мне кажется, папа еще очень добрый у меня. Кого папа поругал, там, кого за двойки побил. А у меня папа совсем другой. Можно сказать, больше так не делай, если хорошее настроение, и все. А если плохое настроение, то, не знаю, вроде такого еще не было. Итак, напоминаю, что в гостях у нас Тимирбек Асамбеков, основатель и председатель партии Мекен НТМГ. Тимирбек Асамбекович, я вам признался, что меня несколько поразило еще две строчки вашей биографии. Строчка номер 1. Вы выпускник аграрной академии имени Тимирязева. Правильно? Да. Верно. А потом, после того, как вы вот окончили, идет 96-й год. 96-й год, напоминаю, ну как бы мы все помним, даже мы, будучи детьми, помним, что это были за 90-е. И вы становитесь сотрудником компании AIG. Это крупная международная страховая финансовая компания с представительством в более 80 странах мира, на тот момент уже очень серьезный, один из лидеров этого направления. Как так получилось? Как человек никого не хочу обидеть, но я думаю, у многих это вызывает вопрос, как человек, закончивший аграрную академию, становится сотрудником крупной международной страховой финансовой компании? Ну, я думаю, где-то мне повезло. Раньше в Советском Союзе был такой некий госстрах, который всех пугает, всех заставляет. А AIG это был некий рынок страховых услуг, вот, цивилизованный. Они заходили в тот раз, тогда еще впервые в Россию, впервые было бэк-офис представлено, они спокойно, не спеша отбирали будущих сотрудников, в основном студентов, где-то до 25 лет. Ну, я, увидев рекламу, решил попытать счастье, был на собеседовании. И разговор-то был совсем иной. Раньше в Советском Союзе давали ручку, да, там надо было что-то писать. А это был вот такой разговор, беседа такая. Они больше психологию, мотивацию изучают, подход к жизни. И у меня такой душевный разговор состоялся одним из основателей этой компании. Самое удивительное, у нас, например, всегда поручает кому-то, но сами хозяева не работают. А там сидел Роберт, один из акционеров, который прилетел из Америки, он сам лично отбирал будущих менеджеров. Вот мне повезло напрямую общаться с ним. Он сразу ответа мне не дал. На 600 человек в тот раз в течение месяца опрашивали на 20 менеджерских мест. Ну, через некоторое время позвонили, что мы готовы взять вас на работу. То есть из 30 потенциальных кандидатов? Из 600 человек на 20 мест. Ну да, из 30 получается. И, безусловно, они потом нас обучали. Скорее всего, молодых они брали, что мы обучаемы больше. Да? И мы немного не подвержены той системе, которая была в Советском Союзе. И где-то вот этот день совпал, что я стал сотрудником компании American International Group. Я уже задавал вам этот вопрос, но мне действительно интересно, я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать ваше мнение. Вот вы уже отметили, что у нас не принято, чтобы там владелец, основатель следил за бизнесом, он припоручает это каким-то менеджерам, а сам просто сидит, спокойно получает дивиденды. Не хочет свой комфорт нарушать. Да. А какие еще отличия, которые позволяют таким компаниям, как AIG и многим другим компаниям, крупным, западным, ну сейчас уже не только западным, устойчиво, многолетне развиваться? Потому что, все-таки в нашем регионе не так много компаний, которые существуют там несколько десятков лет, которые могут похвастаться стабильным, белым бизнесом. Вот что там есть такого, чего не хватает нам? Они раскрывают талант каждого человека. Не то, что стоит диктат хозяина этой компании. Они видят возможности самого человека, помогают подтолкнуть, раскрыть его возможности. Все-таки человеческий ресурс – это самый сильный
потенциал, который даст компании быстро меняться. Потому что экономика, она не точная наука, это она всегда меняется, потребность. И сама перемена внутри компании людским ресурсом, она дает такой колоссальный успех, соответственно, от отличия западных компаний. Они на персонал делают, ну, нельзя сравнивать Японию или там других стран, особенно. Другая немножко Да, ментальность. немного там и подход к производственным циклам немножко другой. Но те компании, которые публичные компании сейчас в мире охватывают земной шар, они делают ставку на самого человека. Возможно, может, он и фундаментально не образован, но если есть у него некие таланты, как сказать, драйва, да, они это получают по максимуму. И обеспечить все условия для того, чтобы он проявил себя. Вот смотрите, мы часто говорим о том, что Кыргызстан — это страна талантов. И это действительно так, потому что колоссальное количество талантливых людей, которые, к сожалению, находят свое призвание, деньги, почет, успех и так далее не в своей стране. Это известные программисты, которые работают в Google, в Microsoft и во всех крупнейших IT-компаниях мира. Это и менеджеры, и управленцы, которые работают, там, не знаю, от Люфтганзы какой-нибудь в Гамбурге до, там, не знаю, австралийских каких-то тоже дальних широт. Вот как применить то, о чем вы сказали, раскрытие таланта, чтобы этот талант приносил пользу своей стране? Тут надо систему менять. Система – это совокупность элементов и их взаимодействия. Здесь система личной выгоды, определенного круга людей. Они себе комфортные условия обеспечили. Если некие таланты проявляются, это создает некую конкуренцию среду. Соответственно, те люди, которые обладают определенными финансовыми ресурсами, экономическими ресурсами, ими практически монополизирована политическая ситуация. Соответственно, та среда, которая у нас создана уже в течение 30 лет, не дает раскрыться молодым талантам, практически не дает возможности. Соответственно, эти люди уже от безысходности уезжают в другие страны, а там эти публичные компании понимают, какой они ресурс получили в подарок. И, соответственно, к сожалению, к большому сожалению, наши талантливые люди уезжают отсюда. А вы могли бы назвать самые, ну вот прям не буду корректного слова подбирать, самые гнилые места этой системы? Или она прогнила вся уже насквозь? Я вижу кадровой политики. Государственной кадровой политики, потому что из-за этого у нас институты власти очень некачественно работают. Это беда для всех. Многие неправильно трактуют и понимают вообще, как финансовая система в мире устроена. Вот, когда я вижу какого-то богатого человека возит на Иссык-Куль или в Аше угощает тортом, да, ну это смешно. Есть рынок денег на фондовом рынке, туда надо приносить проекты, там хозяева денег просто не бегают за проектом, там менеджмент, это некая фундаментальная вещь, которая в мире она устроена. И когда я это вижу, такие неграмотные, либо такие наивные вещи и говорят об инвестиции, конечно, ну, это смешно и горько смотреть на это. То есть как бы не были вкусные орские самсы, ими инвесторов не заманишь. Да, так серьезных инвесторов не заманивают. Когда я спрашиваю, что такое инвестор, они говорят имя богатого человека. Инвестор – это некий финансовый инструмент. Когда я говорю рыночная экономика, они начинают трактовать там вещи непонятно. Это всего лишь это рынок денег. А рынок денег, знаете, они не обладают чувствами, они знают чувствами рентабельности, прибыли. И этому надо наших обучать. Этому должен способствовать институт власти. И вот эта ситуация, которая у нас создана, обрекает к тяжелым жизненным условиям, страдает экономика, к сожалению, большому сожалению. Дежурный по вечеру Максим Полетаев. Продолжаем наш разговор. Напоминаю, что в студии у нас основатель и лидер партии Мекен Ынтымагы Темирбек Асамбеков. Темирбек Ашимбаевич, ну я, как и обещал, наверное, коротенечко небольшой блиц-опрос от наших телезрителей. Вопрос такой, почему в первой двадцатке по списку кандидатов в Джугурку Кенеш нет учителей и медиков? Я вот не знаю, как это либо к вашей непосредственно партии, либо такой общий вопрос, почему так мало или вообще отсутствуют у многих партий учителя и медики. Вот вы это с чем связываете? Партия же такая структура, которая по течению времени формируется. Многие как бы перед выбором начинают бегать. Вот те люди, которые несут ответственность по партии, они в течение многих лет были со мной, это мы были единомышленники, они понимали, какие есть трудности с общественной работой. И исходя из их работы, она была формирована. И учитывая их опыт работы, потому что
Дело не в том, что да, людям понравится только врача или учителя. Да? Наша задача, наоборот, этим учителям помочь, врачам формировать бюджет, поднять экономику. Вот больше, наверное, смотрели на то, как мы реализуем те программы, которые будем предлагать народу. Исходя из возможностей партийцев, мы формировали список. Да, врачи есть, конечно, и 21-й, 22-й, но мы можем всегда уступить. Если есть потребность в том, что в парламенте был представлен депутат-медик, мы коллегиально можем это решить. У нас есть некое понимание, адекватная, разумная политика у нас есть. Поэтому здесь особой у нас трагедии и проблем не вижу. Хорошо. Здравствуйте. Желаю вам удачи и успехов. Мы на вашей стороне. Если вы победите в выборах, каким первым делом займетесь? Спасибо. Таланбек вот такой вот и пожелание, и вопрос прислал. Первым делом надо разъяснять людям, сколько проблем накопилось в государстве. Нельзя уже давать пустых обещаний, потому что куда ни смотри, у нас очень большие проблемы. Поэтому надо просить у людей поддержку, наоборот, чтобы они проявили терпение, чтобы мы могли основать институт стратегического планирования, могли менять кадровую политику, даже в том формате, даже защитить неких работников госструктур социально, по фонду оплаты труда, потому что очень много образованных людей просто не идут. Они идут как бы там выживать в этой системе. Институт власти должен формироваться, чтобы решать те социальные вопросы, которые народ ждет. А когда мы не предлагаем открыто те проблемы, которые есть, не будет понимания общества и тех политиков. Вы же видите, что с парламентом происходит. Поэтому будем мы поэтапно объяснять людям и разъяснять, какие шаги политические, экономические мы будем применять. И совместно с пониманием того, что общество воспринимает те реформы, мы, наверное, начнем реализовывать те программы, которые мы сейчас будем предлагать народу. Такой вопрос. Во времена Бакиева на президентские выборы вы шли с лозунгом «Я второй Путин». Считаете ли вы, что это была ошибка с вашей стороны? Могу уточнить, это во время Бакиева меня не было. Я после 2010 года, в 2011 году, 16 кандидатов, я выступал одним из кандидатов. Имеется в виду, я для наших зрителей, президентские выборы 2011 года, это правда? Такого лозунга не было, просто во время дебатов ведущий спросила: вы знаете Путина? Ну, кто его знает? Я сказал: хорошо знаю, я там долгое время жил, но чай не пил. Безусловно, люди перехватили, дали мне имидж представителей Владимира Владимировича, но она у народа пошла как бы, якобы, как бы я его ставленник. Да, это такое. Но это не так. Не, я просто люблю свою родину, да, я вижу проблемы, какие есть. Но уже 10 лет, мне кажется, уже люди убедились в этом, что я на самом деле люблю родину и пытаюсь что-то здесь поменять. Еще один вопрос, и мы продолжим, ну, чтобы как-то не только телезрители, но и мы с вами успели немножко пообщаться. Здравствуйте, уважаемый Темирбек Асанбекович. Да, некоторые путают. Да, некоторые путают. Мы гордимся вашими достижениями, видим в вас большие надежды для нашего государства. Поддержим вашу программу. Какие советы вы можете дать для подрастающих поколений, чтобы они были такими же целеустремленными и успешными, как вы? Для того, чтобы чего-то достичь, первое, это надо вера в себя. Вера – это самое сильное, что есть в человеке. Второе – это вечный студент. Сейчас надо учиться. Если мы не будем учиться, это разум – это самое сильное, что есть у нас. И третье, надо сохранять свои достоинства, человеческое достоинство. Человек, если сам себя не уважает, его никто не будет уважать. Вот эти три принципа вам поможет молодому поколению стать успешными. Есть, я вам признавался в этом, у меня непонимание того, вот вы сначала устроились в одну крупную компанию, потом вот по этой карьерной лестнице поднимались, было несколько тоже разных крупных бизнес-проектов. Вы сами вот из того московского условно периода, что бы выделили, вот что для вас самое ценное, что для вас самое важное, что вы можете сказать, вот этим я горжусь больше всего? Тем, что я поехал туда вообще впервые учиться. Когда спрашивают, кто для тебя кумир, для меня это учителя. Это Надежда Александровна, которая мне химию преподавала, академик Шатилов, который мне растениеводство объяснял. Студент, он получает
очень много комплекс предметов. Возможно, мы не помним сессию, да, к чему-то там учились, но сам подход к обучению, решение вопросов через умственный потенциал, конечно, это самый лучший период, период студенчества. Мы еще открыты, мы мечтатели. Ну, молодость сама по себе красива. Наверное, самый лучший период – это мои студенческие годы. Итак, 2010 год. Вы, будучи успешным, реализовавшимся, состоявшимся человеком в Москве, столице постсоветского пространства условного, потому что, мне кажется, все равно, да, у нас вот какие-то остаточные связи, и для нас, ну вот как-то по даже остаточному принципу Москва — это все равно еще Москва. Что заставило вас вернуться? Потому что, ну вы знаете, вы же понимаете, что политика это, ну, не в бирюльке играть. Это действительно требует сил, напряжения, нервов, безусловно. Люди теряют покой, люди теряют комфорт очень часто. Что вас заставило из абсолютно комфортного того состояния, с деньгами, с успешной карьерой, ну, как бы, мне кажется, внутреннего какого-то ощущения самореализации, вернуться сюда и заняться политикой? Я пришел к этому не сразу. Сперва были моменты, когда я своим согражданам помогал. Я же еще человеком образованным попал, мне легче было понять культуру, юридические моменты в другой стране. А люди, которые попадают из сельской местности, он просто человек несчастный, он страдает. Ну, попытался я некие такие благотворительные фонды, там, некий центр открывать. Ну, как человек корпоративного управления, понял, что я борюсь не причиной, а следствием. А причина находится здесь. Экономика, миграция – это следствие экономики. А экономика все-таки, она зависит от тех политиков, которые управляют, создают ту систему, благоприятную или неблагоприятную. И понимание того, что этот поток убывающих людей несет угрозу самой государству, это вот моя малая родина, да? Для меня малая родина – это 7 областей, это Бишкек, и понимание того, что эта угроза нарастает и будет хуже, и, возможно, мы будем хуже тех стран, где я воевал, мне не давало покоя. И все-таки я считал это долгом своим, потому что, зная, не делать – это грех большой перед Богом. А вот, который не знает люди, его можно простить. И вот мои внутренние вот эти потребности подтолкнули заниматься политикой, о котором я никогда не думал, что я буду заниматься политикой. Вы вспомнили вашу деятельность, направленную на интеграцию, и действительно это тоже довольно большой кусок вашей биографии, связанную с интеграцией наших соотечественников, которые приезжали в Российскую Федерацию, в частности в Москву, в Московскую область. Вы считаете миграцию проблемой? Потому что, ну вот разные же раздаются голоса. Кто-то говорит, а почему бы нам и не быть нетто-импортером вот этой рабочей силы, нам хорошо, мигранты присылают по 2 миллиарда долларов живых денег сюда, только официально, там может еще неофициально какие-то суммы идут. Вот ваше видение, миграция хорошо или плохо? Вот на данном этапе развития нашей страны. Это угроза, потому что у любого государства основное богатство – человеческий ресурс, интеллект человека. Деньги – это производство человека. А когда самые лучшие умы, самая экономически активная часть уезжает, они помогают набрать потенциал тем государствам, а не нам. Когда говорят, что приходит некий финансовый ресурс, финансовый кризис тоже может нас коснуться. Потому что когда люди убывают, нету производства внутреннего, нету даже, мы недавно болезни пережили, лекарственной, продовольственной безопасности. И это несет некую угрозу в будущем. Человек может сам себе желудок набить в любом месте, даже собака может. Но когда основа этого государства, который потенциал развития убывает из страны, это на самом деле большая угроза. Как Демирель в свое время сказал, да, 3 миллиона наций турков, которые живут в Европе, это позор нации. Вернув их, я превращу в гордость турецкой нации. Поэтому это на самом деле это трагедия. И многие оседают, время быстро пролетает, они уже вживаются в чужую культуру. Получают паспорта многие. Паспорта. Миграция, когда говорят только о этнических кыргызах, нет. Миграция – это те же немцы, которые у нас жили, те же русские, те же талантливые люди. Я их в Германии везде встречаю. Это реально несет угрозу. Я когда вижу, они в Европе успешные, я с белой завистью смотрю, что мне бы хотелось их вернуть сюда. Пусть живет не 5 миллионов, а 15 миллионов. Ну, в Америке так и состоялось.
за счет тех людей, самых успешных, которые прибывали, а этот человеческий ресурс создал нынешнюю Америку. Тимур Кашимбаевич, не могу тогда, раз уж вы сами начали об этом говорить, ведь действительно, в 90-е годы худо-бедно, и можно по-разному относиться к Аскару Акаевичу Акаеву, но мне кажется, его концепция «Кыргызстан – наш общий дом», и вот это, когда мы из каждого утюга слышали, что в Кыргызстане проживает более 80 национальностей и этнических групп, как-то все равно это нас сплачивало. И вот эта вот мозаика, она была поярче. Что, по вашему мнению, пошло не так? Понятное дело, что история не знает сослагательного наклонения, и ничего нельзя уже исправить, изменить. Но что, по-вашему, нужно сделать, чтобы сохранить вот тех, кто еще здесь, кто, возможно, еще сомневается? Потому что, ну, действительно, и кризис тоже многих людей заставил вновь задумываться о миграции в ту или иную, там, более условно благополучную страну. Вот что пошло не так в 90-е, по-вашему? Почему мы не смогли, да, вот этот человеческий потенциал сохранить? И что нужно сделать сейчас, чтобы все-таки его попытаться сейчас сохранить? Ну, скорее всего, тогда наивно полагали, что весь мир это поддержит, весь мир поможет, а я знаю, что в экономике, в политике друзей не бывает. Вот эта политическая наивность разрушила внутренний потенциал. Вы же сами знаете, социальные проблемы людей пугают. Надо детей, надо кормить, обучать. Возможно, он говорил о морально хороших вещах, но людям надо и желудок набивать, надо обезопасить. И вот эта социальная проблема вынудили многих уехать. Сейчас пугает другое. Мы как-то научились зарабатывать, семью кормить. Сейчас безысходность. Люди боятся нестабильности, потому что у нас растут дети. И вот этот вечный конфликт, вечная трагедия, вечная угроза, ну, нормального, адекватного человека он пугает. Нам надо обеспечить стабильность. Людям подсказывать, что нас ожидает. Меня реально пугает то, что многие бишкекчане хотят уехать отсюда, продать дома. Сейчас многие даже задумываются о продаже бизнеса, причем весьма успешного, который приносит налоги. Абсолютно верно. Стабильность и некие гарантии безопасности – это залог успеха, залог роста экономики. И когда те катаклизмы, когда приходят одиозные политики через свои угрозы, знаете, это как раз людей пугает. Да, одиозных политиков действительно немало. Вы сами так немножко корректно это сказали, что не хотите, чтобы мы превращались в ту страну, где вы воевали. Но ведь на самом деле некие самые мрачные прогнозы предрекают Кыргызстану именно такое будущее. В частности, в связи с, как кажется некоторым экспертам, неконтролируемым распространением разных течений, в том числе религиозных, в том числе экстремистских, в том числе, ну, прямо скажем, с некоторой даже с некоторой даже террористической идеологией. Вот вы, как человек, который видели, к чему может привести засилье радикальной, фундаментальной идеологии религиозного характера, вас не пугает это? Вы не видите в этом тоже угрозу для нашей страны? Это реально угроза. Если человек, политик адекватный, он должен об этом открыто говорить. Не могу сказать, те люди, которые радикального взгляда, это делают осознанно. Обычно говорят, берешь сознание людей, можно раба превратить. Правда. Они от безысходности попадают в ту среду, где они себя вроде бы чувствуют комфортно, но они становятся оружием вот этих идеологических ценностей. Поэтому, конечно, это несет угрозу. Соответственно, мы несем, если общественную нагрузку, мы должны об этом говорить между собой открыто, устроить диалог и к чему-то прийти. Иначе Кыргызстан – это некий корабль, который плывет непонятно куда. Если даже мы не знаем, куда плывем, и попутный ветер нам не поможет. Мы, к сожалению, всех несем в бездну. Не по вине какой-то внешней политики. И, соответственно, мы должны разрабатывать внутреннюю и внешнюю стратегию. Из-за того, что нет вот этой стратегии, куда наш корабль плывет, наше правительство не знает, чем заниматься. Не знает, какие меры принимать. А народ тем более. Соответственно, разумному человеку как раз она порождает угрозы, и многие хотят из-за этого уехать. Я думаю, к нашему счастью, да, есть надежда того, что человек даже одним днем, да, живет в надежде. Мы сможем убедить людей в том, что Кыргызстан будет благополучной, мирной страной. Желаю вообще, чтобы мы как нейтрально стали, никому угрозу не несли.
а люди любят безопасные места. И те же наши сограждане, которые уехали из страны, те же, Слушайте, Тимур Бекшимович, можно тогда уточню? Я вот сам сторонник, поделюсь с вами. Вот вы сказали нейтралитет. Вы знаете, я бы вообще был сторонником того, чтобы здесь была и российская военная база, которая присутствует, и американская, и китайскую бы где-нибудь там поставил еще на рынке. Ну, естественно, если согласится народ Кыргызстана с этим. Ну вот почему нас постоянно действительно как канат некий перетягивают? Вот вы либо будьте проамериканские, либо вы будьте пророссийские, либо вы будьте прокитайские. Вот почему мы не можем вот этот вот хитрый баланс, да, вот как известная русская пословица, ласковое дитя двух мамок сосет. Ну, вот. Нет, если стать нейтральным государством, не должно быть военного присутствия. Это во-первых. А если, когда несколько военных присутствий, это уже не нейтрально, это уже не высокая дипломатия, да. Поэтому Хорошо. либо нельзя никого пускать, либо как-то надо этим мириться надо. Вы, например, к супруге приведете вторую супругу, она точно будет недовольна тем, Это что правда. либо надо быть холостым, реально быть свободным. Да, это тоже правда. Продолжим сейчас, но обязательно дадим высказаться и нашим телезрителям. Добрый вечер. Я один раз в жизни ходил на выборы, голосовал за вас на президентских выборах 2010, ну, имеется в виду 2011 все-таки года. И тогда разделял ваши взгляды и сейчас. Слушаю сейчас и соглашаюсь со всеми вашими тезисами. Но вы после выборов, между выборами, не работаете, в кавычках. На этот раз как будет? Вот такой вот вопрос задает наш телезритель. Есть такие были претензии. Тогда не было интернета, ресурсов. Это была гостелекомпания. Вы знаете, как в то время знаем, они как работали. Наши любимые гостелекомпании. В начале того, что я некую систему, в системе там не порождал угрозу, меня пускали. А тогда я, когда уже стал таким уже общественным политиком, нес некие посылы, для меня был заблокирован некий поток информационный. Мне приходилось ездить по республике. К моему счастью, на последние годы появились соцсети, я начал активизировать. Поэтому я благодарен тому, что человек это помнит, я открыт, могут мне напрямую писать. Я по всей возможности стараюсь со всеми встречаться и наращивать тот человеческий политический капитал, который поможет мне осуществить те мечты. Я имею в виду добрые мечты, да? Когда говорят, что идет политик против кого-то, да я ничего против не имею, они мои собратья все. Но тот посыл, который я буду говорить об общественных ценностях, который принесет всем пользу, я думаю, сможет нам найти общий язык со всеми политическими деятелями. Понимаю, что вопрос наивный, но вы сами об этом сказали, что вот у нас как-то все привыкли видеть друг в друге противников, оппонентов, конкурентов, угрозу и так далее, так далее, так далее, в связи с чем, да, возникают вот, мы этим летом тоже были свидетели, самые разные, да, какие-то острые моменты. Почему мы не можем договориться? Не умеем или не хотим? Почему вот нет этой договороспособности? Ведь если действительно политические деятели, партии и так далее хотят развития для страны, хотят какого-то стабильного настоящего и хорошего будущего, то, может быть, самое время объединиться? Знаете, Максим, у нас свободу перепутали без ответственности. Многие политики ни разу не были наказаны за те посылы, которые они несут. Это правда. Еще такой посыл, в политике все бывает. Я бы хотел сказать, в политике не должно быть все так. И вот эта безответственность порождает тому, что он себя чувствует безнаказанным, он развращает общество. И когда люди почувствуют ту ответственность, за которую придется им стать перед обществом, я думаю, договоренность будет сразу. К этому мы стремимся. Ох, какую вы тему-то подняли. А вот ведь у нас действительно почему-то свободу путают с волей, но это все-таки разные вещи. Я могу еще сказать, люди говорят, что после выборов я не выступаю. Ну, народом избран некий власть, значит, дайте им волю поработать. А люди привыкли, если человек после выборов, он проиграл, и он сеет некий хаос, считает, что он политик. Я несу совсем другую иную политическую культуру. Люди должны осознавать, что эти в течение 5 лет должны обдумать, получить результаты того, что они решение приняли. Я специально жду, вы сами избрали. Но если Света вышла за Романа, ну а смысла, да, не вижу, петь серенады, стоять у окошки. Ну пусть они поживут, возможно, у них ничего не получится. Поэтому я осознанно иногда не будоражу общество, потому что оно отражается на экономике, на обычной жизни людей.
Поэтому, да, я буду активизироваться во время выборных кампаний. Периодами буду готовить единомышленников, потому что то, что я несу этот посыл, придется с людьми это реализовывать, а не один я. Поэтому я считаю, что политик – это больше учитель, человек, который показывает те ценности, которые нужно обществу, а политика – это партия, это некая школа подготовки кадров. Вот этим я хладнокровно занимаюсь. Но тут мы возвращаемся к одному из ваших тезисов, что кадровая политика, вернее, кадровый кризис, наверное, даже правильно будет сказать, это одна из самых больших проблем нашей страны. Разве Очень не больших. так? Я, например, часто говорят про ведущих стран, да, про Сингапур, Да. но это больше социальные государства. Например, менеджмент государства получает огромные деньги. Ну, они получают деньги за счет капитализации бюджета, а не воровства. А у нас все обратно. Слушайте, вот опять-таки, как говорил Михаил Ходорковский, мы хотя бы воровали с прибылей, Абсолютно а вы верно. воруете с убытков. И еще деньги это простых этих граждан. И меня больше всего поражает вот те деньги сейчас, которые раздаются во время выборных кампаний, это налоги народов. Вот этих простых людей, миллионы людей, они даже не понимают, что я часто говорю там, что тому человеку, который просит питья, даю стакан воды, но колодец забирает. Они никак это не поймут. Соответственно, наша задача заниматься общественным сознанием. Люди, чтобы научились себя уважать. Но ведь проблема безответственности, она не только проблема политиков или чиновников, или власти, да, вот если говорить общо. Ведь это действительно проблема каждого из нас. Ведь мы, не знаю, то ли развращенные вот этими бурными 90-ми, когда мы перепутали свободу и волю, то ли еще по каким-то причинам. Но ведь мы, рядовые граждане, мы тоже дико безответственны. У нас, я уверен, что не 100% платят налоги, не 100%, не знаю, там, выбрасывает мусор не мимо урны, не 100% как-то вот выполняют свои, не только соблюдают свои гражданские права, Знаете, но и выполняют свои какие-то гражданские Максим, обязанности. я скажу одно. От того, что сейчас мы перестанем мусор выбрасывать или платить налоги, здесь лучше не станет, потому что там миллиардом бюджет разворовывается. Вот в чем проблема. Поэтому, когда говорят о коррупции, о безответственности, в Киргизии самое страшное – это политическая коррупция. Когда бюджетная политика принимается, когда мы заходим в таможенный союз, ВТО, какие-то межгосударственные соглашения, какие-то обязательства от лица народа берем. Соответственно, что бы мы внизу не делали, система будет порождать угрозу всем. Меня что пугает? Когда я общаюсь с людьми насчет экономики, часто говорят какие-то секторальные вещи по поводу сервисной экономики, там аграрный сектор, образование. Но у нас-то сама экономическая политика-то не меняется. Со времен Аскара Кайча легендарный парламент принимает вместе плановой экономики рыночную экономику, но с тех пор поменяно в мире несколько уже других моделей экономической политики. Это Китай придумал смешанный, да, механизм управления, потом экономическая политика глобализации, Да. импортозамещения, экспорт ориентированный. Сейчас уже мы пошли уже на IT, да? И мы на старой телеге пытаемся поднимать саму экономику и на свое чувство гордости хотим поднять страну. Ну, знаете, это глупо. Поэтому мы должны понимать вообще, в каком мы мире живем, куда и где, как мы должны на международный рынок выходить, как воспитывать, как готовить наших граждан. Говорят, люди плохие. Нет. Люди не бывают плохие, это политики ошибки совершают. Не бывает плохих родителей, бывает детей, а бывают плохие родители, которые не доследили, и не дали достаточно внимания образованию. Поэтому простой народ, он как дети, да, и когда политики говорят, что народ плохой, они себя не уважают, я считаю, это ошибочное представление. Мы несем, политики, ответственность за то, что здесь происходит. Еще один острый вопрос я очень хочу вам задать от лица нашего телезрителя. Добрый вечер, Тимир Байке, вы очень грамотный политик, желаю удачи на выборах в ЖК. Как вы думаете насчет российской политики к нам? Ведь они ведут политику, вот такую политику, когда мы стали зависимы, даже элементарно не можем стоимость бензина контролировать. Хороший, мне кажется, вопрос озвучил. Мне отец всегда говорил, если у тебя какие-то проблемы возникают, ищи проблем в себе. Россия, она несет свою политику.
Они имеют право. И Америка также, и Турция. И когда мы начинаем, будучи маленьким государством, и обвинять всех соседей в наших бедах, это ошибочное политическое зрение. Не мы отправляли людей туда, не они нам просят, чтобы мы у них покупали там нефтепродукты. Да, если по большому Киргизия это практически как рынок, неинтересный. Это больше, наверное, как политически, наверное. И, соответственно, мы должны сами знать, чего мы хотим, как хотим эти контракты подписывать и какой продукт. Ну, пожалуйста, строим другую линию. Можем и у Азербайджана просить нефть, не у России. Можем и у арабов просить. Но мы же этого не делаем. Ну, раз будьте добры. Если вы не пытаетесь некие логистики строить и пытаться удешевить производство, либо облегчить жизнь своему народу, обвинять за то, что они еще и поставляют, мне кажется, это глупо просто. Также и Америку нельзя обвинять. Поэтому в политике, в экономике не бывает, друзей. Давайте, ребята, как в своем доме, да, разберемся, что, где, как. Точка зрения на таможенный союз. Объясню, в чем подоплека вопроса. Вот вы говорите о том, что нам нужно найти свое место в этой глобальной экономике, и многим казалось, что исторически мы, как важная часть Великого Шелкового пути, могли бы стать неким логистическим центром, неким хабом, который соединяет действительно в самом центре Центральной Азии, простите за тавтологию, который соединяет действительно очень много маршрутов, путей и так далее. Таможенный союз нам в этом не мешает? Это было больше политический союз, да, мы, если не скрывать это была инициатива российской стороны, но нас никто не заставлял. Когда мы входили в таможенный союз, что такое договор? Да, это прописать свои недоверия, свои потребности. К большому сожалению, Алмаз Шаршенович, он там, понятно, он политически ратифицировал, но документ был подписан премьер-министром. Как раз касается той хозяйственной части, которой мы сейчас страдаем. И здесь он должен был вести предметный разговор, должен был защищать интересы наших производителей. А мы как-то наивно подписываем бумаги, а потом после этого начинаем кулаками махать. Потому что мы-то знали, что у нас проблемы с денежной кредитной политикой, внешними долгами, производственным потенциалом. И зная это без каких-либо условий, когда мы сами добровольно подписываем и обвиняем таможенный союз, это глупо. Да, я против выходил. Выходил в том формате, который они подписывали. Я член Евразийского экономического клуба. Я общаюсь с ними. Они сказали, знаете, мы делали то, что нам это надо было. А почему вы молчали? Каждая семья тащит продукты к себе семье. Поэтому, да, на политическом уровне надо этот вопрос поднимать. Сейчас, видите, и в Беларуси что происходит. И в таможенный союз сейчас вступает не только мы, и Китай присматривается, и Индия присматривается, потому что это некий интеграционный процесс, она нужна, необходима. Без этого мы никак не можем отдельно жить. Но смотря как заходить, в каком формате, мы должны об этом сами уже думать. Те условия, на которых мы вошли в этот союз, нас политически продавили, или это опять-таки не хватило... То есть это не кто-то плохой, кто на нас надавил, а нам не хватило какой-то политической воли, какой-то крепости для того, чтобы до конца, несмотря там ни на какое давление, в том числе и политическое, отстоять свои интересы. Я уже, будучи в процессе, да, простые люди просто не знают, это наша просто безответственность, неграмотность и некий эгоизм неких политических фигур наших. Просто не буду озвучить фамилии, поэтому, наверное, история расскажет. И все-таки, ваше видение, что мы можем предложить миру? Чем мы можем быть интересны? Потому что, понятное дело, хотим мы того или нет, в том числе и благодаря новым технологиям, говорить о глобализации, об отсутствии глобализации, не признавать ее, не хотеть ее, не участвовать в ней, уже не просто глупо, это опасно, и ты просто окажешься на обочине всего. Вот в чем скажем так, в чем наше уникальное коммерческое предложение для остального мира? С точки зрения экономики, да, мы никогда в Китае производственной базы не сможем. Стать расчетной системой в финансовом рынке тоже не сможем. Но у нас есть уникальная природа, уникальные люди, да, которые востребованы в культуре, в спорте. Да. Это за счет таланта наших людей мы можем предложить некий пакет услуг. Это, когда говорят пакет услуг, это какие-то локальные вещи, это в комплексном варианте. Но для этого нам надо поднимать образование, раскрыть талант, культуру и поразить мир тем, что мы умеем предлагать иной продукт
культуру, либо услуг. Как на рынке мир устроен? Не производить товар, который не востребован. А в мире много чего востребовано. Мир, она неустойчива. И, соответственно, только через духовную, через культурную, через образовательные процессы мы можем стать неким островком благоприятной зоны для других стран. Ну, потому что если этих услуг нет, они пойдут просто в другое место. Потому что мир на месте не стоит. Даже форма одежды людей меняется. Даже отцы и дети, поколения, они разными ценностями. Не зря Тургенев писал, да, отцы и дети, это классика. Поэтому мы должны шагать семимильными шагами. А это можно достичь только через образование. Вы делаете упор прямо на образование, на культуру, и я на самом деле безусловный сторонник этих вещей, потому что Ну, чтобы что толкнуть это, надо фундамент. открыть экономике, да, уметь защищать национальные интересы. Вот те решения, которые было в парламенте приняты, да, придется пересматривать денежную кредитную политику, закон о недропользовании. Ну, просто это очень длинная тема. Я думаю, мы об этом продолжим. Мы обязательно продолжим, у нас уже заканчивается время, но все-таки вот перед тем, как мы будем вынуждены попрощаться, я хотел еще задать вопрос, связанный с образованием, с культурой. Возвращаясь к нашему диалогу в самом начале, когда мы говорили о вас как о музыканте, есть ли слабая, может быть, но все-таки надежда на то, что мы донесем культуру, образование, причем на высоком уровне, до регионов? Потому что если мы говорим о крупных городах, более или менее, что-то как-то, шатко-валко, но есть. Но вот эта ситуация, когда, я не знаю, вы видели, нет кадры, когда мальчишки, девчонки из регионов вынуждены взбираться на горку с сотовым телефоном, чтобы отправить домашнее задание. Ну, как-то тут становится очень горько и грустно за образование, за культуру и за подрастающее поколение. Вот почему я обожаю ваш канал. Все люди, думающие 7 областей, 40 районов, 35 городов, живут в Бишкеке. Какие-то представители этих семей. Они смотрят ваш канал, они изучают, они понимают. Инстинкт сельского человека, как он слушает своего ближнего. Если мы сейчас сможем донести вот с данной технологией тем людям, которые живут в Бишкеке, в Аше, я думаю, они на обычном, на их языке донесут то, что им надо. Надо, я думаю, работать побольше с интеллигенцией, думающей части. Сейчас народ почему не поддерживает? Они просто не видят политика, либо там человека публичного, который может предложить механизмы решения. Вот в чем проблема. Когда говорят лидер, это человек представляет некого успешного. Нет, это лидер, это просто вопрос ответственности. Вот родители – это ответственность за детей. И когда появляется некий пакет разумных предложений, я думаю, эта информация обязательно дойдет. Особенно в нашем Кыргызстане. Мало того, что наши мигранты бывают и в Америке, и в Чикаго, и в Эмиратах, Одна из самых в Москве. крупнейших диаспор. Раньше как-то мы локально жили, и есть доступ к информации через интернет. Это семимильными шагами люди сейчас просвещаются. Поэтому я оптимист. Если человек сам себе не верит, не стоит идти за ним. Я верю в тому, что в Кыргызстане будет некий рост и развитие. Слушайте, ну, мне кажется, прекрасное, оптимистическое завершение нашей с вами беседы. Уверен, они продолжатся. Огромное количество вопросов, огромное количество тем, которые мы еще не обсудили. Напоминаю, в гостях у нас был Темирбек Асанбеков, лидер, основатель партии Мекен Ынтымакы. Спасибо вам огромное.